Бродячие собаки, когда проблема уже не кусается, а загрызает. Династия медиков Фишелевых на всех 100 лет труда в мирное и немирное время. Ураза Байрам как символ веры и духовного возрождения. Люди, события, явления, мимо которых не могла пройти команда 7 дней на этой неделе. Здравствуйте, в эфире 7 дней. В студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. От кровавой истории до кровавой истории. Целый год к нам никто не приезжал, никто не спрашивал. И сейчас мне пишет хозяйка собак двоих, пытается пристроить 2 хасок с текстом, то что или я их выпущу. И, скорее всего, она их выпустит. Пес его знает, где проходят границы между миром людей и миром одичавших животных. Средний срок эксплуатации 30 лет. Можно смело утверждать, что на 95% это ячейка из отечественных комплектующих. Сделано в Татарстане. Без иллюзий или какие меры поддержки нужны для реального импортозамещения? Мы окупаем продуктовые наборы или какие-то иные виды помощи. Я желаю, чтобы Всевышний Аллах принял наши посты, нашу уразу, наши фитр, садака. В преддверии Ураза Байрам – праздник веры и духовного возрождения. Новость о гибели ребенка в результате нападения собак-убийц на этой неделе вновь всколыхнула общественность. Погибла 12-летняя девочка, она приехала на чемпионат по шахматам в Сочи. В свободное время вышла прогуляться, увидев на соседней территории щенков. По версии следствия, пробралась на территорию заброшенной стройки и попала к разъяренным овчаркам. Подробности произошедшего о том, что организаторы турнира слышали грызню собак, но не придали этому значения, что тело ребенка обнаружил спустя какое-то время мужчина, приходивший кормить собак, вызывают шок и настоящую боль от осознания того, что произошло. Можно, конечно, говорить о том, что ребенок не осознавал и не мог осознавать, что его ждало, что ребенка отпустили гулять одного, что взрослые люди не предупредили об опасности. Можно даже говорить о том, что псы защищали потомство и охраняли свою территорию. В конце концов, охранных собак для этого и заводят. Можно рассуждать о многом, но вновь произошла страшная трагедия, дикая, невообразимая. Сегодня мы вспомним и о тех случаях, которые произошли совсем недавно. Гибель 7-летней девочки в Забайкалье в январе этого года. Ровно год назад мы помним шокирующий случай, когда стая псов напала на 4-классника в поселке Осиново. Врачи несколько часов боролись за его жизнь. Стрелять нельзя, выкармливать. 3,5 года назад закон поставил запятую в этой фразе. Собак, даже если они агрессивные, уничтожать нельзя. Бездомных отлавливать, стерилизовать и вакцинировать. Отпускать на место пребывания, но только мелких, крупных и злых содержать пожизненно. Это требование закона о гуманном отношении к животным. Закон, как это часто бывает в России, был подкреплен только документом. Финансирование не прилагалось. К чему пришли и где проходят границы между миром людей и миром одичавших животных, выясняла Татьяна Тимошенко. Если честно, вот даже вы, СМИ, от кровавой истории до кровавой истории. Целый год к нам никто не приезжал, никто не спрашивал. Директора приюта понять можно. Это прямые исполнители закона об ответственном обращении с животными. Сейчас здесь, под Зеленодольском, находится 500 собак, отловленных на улице. Почти все крупные, половина признана агрессивными. Как и этот пес, участник нападения на 4-классника год назад. Тогда мальчика спасли случайные прохожие, врачи боролись за жизнь ребенка. По закону таких псов отлавливают, стерилизуют и сажают на цепь. Пожизненно. Боб, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ой ты, вот он, вот он. Он не ругается, не кусается. Первый месяц, да, мы боялись все к нему подходить. Он был зашуганный, но сейчас он увидел, кто его кормит, где его дом. То есть он нас признал, мы его теперь никто не боимся даже. Популяция бродячих животных языком закона безнадзорных неизвестна. Приблизительный подсчет сейчас проводят в Казани, но данные не опубликованы. По данным системы мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент» с начала этого года поступило 233 обращения. В этом году их уже больше на 40%, чем за то же время в прошлом году. Четверть карты республики полыхает. Красный цвет – это там, где количество обращений выросло в 2, а то и в 3 раза. В селах фермеры жалуются, одичавшие собаки режут овец и кур. В Альметьевске бродячие собаки таскали человеческую голову, предположительно погибшей в замерз сугробе.
В Казани пользователи соцсетей сообщали о нападении на людей на улицах Тунакова, Фурманова, Декабристов, Ибрагимова, Волгоградская, Тецевская. Просили отловить в поселках Киндыри, Салмичи, Мирный, а также обитающих вблизи школ, детских садов, во дворах спальных районов города Салават-Купере и Азина. У меня дети в школу, один раз пошли в школу, она вернулась обратно, мне пришлось ее отвезти на машине, так как она не могла пройти, там собака на нее кидалась. Я сама панически боюсь собак и боюсь за детей. Мы ходим в школу через этот поселок, получается, либо через лес. Пока идем, пару раз было случаев, что встречали стайку бездомных собак. Я уж подумываю, что приобрести ребенку отпугиватель, потому что только с отпугивателем ребенок может дойти до школы и зайти в саму школу. Вот пример, пожалуйста. От страха и беспомощности до буквального озверения уже людей. В январе в Лаишево неизвестные давили снегоходами и стреляли из оружия в собак с бирками в ушах. Выживших при расправе спасали волонтеры. В этот частный приют в Казани ночью проник неизвестный и повесил дворнягу, самую добрую из всех обитателей будок. Екатерина, основательница частного приюта, сама трижды укушенная из-за незнания в детстве в лицо, уже несколько лет содержит частный приют. Вместе с другими волонтерами подбирает бродяжек. Сейчас их на содержании 40. Стерилизуют, кормят на пожертвования. Общаться Кате с животными легче, чем с людьми. Вот опять-таки сейчас мне пишет хозяйка собак двоих, пытается пристроить 2 хасок с текстом, что или я их выпущу. И, скорее всего, она их выпустит. И будут бегать эти хаски, некастрированный кобель. В шоке и в стрессе, они будут напуганные, и, скорее всего, они кого-то покусают. Закон об ответственном содержании животных во многом с применением норм европейских законов часто называют беззубым. То, что формула «человек, собаки, друг» во многих странах жестко прописана, упустили из виду. Так, в Италии за выброшенную на улицу собаку грозит штраф до 10 тысяч евро или тюремный срок. Штрафы за отсутствие регистрации собаки повсеместные. Иногда требуется и разрешение муниципалитета. Когда принимаем такие скажем, очень законы, которые касаются интересов всех, надо апробировать в 2, 3, 5 субъектах. Отрабатывать надо. И в это время сопровождать надо этот закон. Тогда будет меньше вопросов. Собачья жизнь на вольных хлебах около 4 лет. Введенные меры только снижают риски, когда собаки реагируют на человека в азарте периода размножения или защиты потомства. 70 миллионов рублей из бюджета республики отпущено на реализацию закона. Система отлов, стерилизации, вакцинации, выпуск, как вы уже просили, для того, чтобы эта система работала, нужно выполнять определенные несколько условий. Во-первых, нужна обязательная регистрация собак. Мы уже несколько раз обратились к федеральному центру, наши депутаты Госсовета обратились, пока такой закон не принят. Отстрел законодательно запрещено, и усыпление, отстрел не ведется. Конечно, это огромная нагрузка для нашего бюджета. Агрессивных и крупных собак придется нам содержать в приютах. Но муниципальных приютов нет, таких, чтобы соответствовали требованиям с наличием вольеров, операционных, штатных ветеринаров в республике раз-два и обчелся. Как часто нет и своих служб отлова. Так альметьевских и нурлатских собак возят в Ульяновскую область для прохождения необходимых процедур, а потом обратно в привычную среду. Вот и растут как грибы тут и там приюты для спасения собак с улиц на людской территории. Этот, например, прямо в центре дачного сообщества. Там было... Начало тоже было, наверное, с 20, но сейчас их неопределенное количество. Самое главное, любая проверка приходит, они никому не докладывают, сколько у них. Это ихние личные собаки, и они не имеют права даже выдавать то, сколько есть. С каждым новым нападением собак на людей встает вопрос, что делать. Ответ у каждой из вовлеченных сторон свой, но никто не сможет сказать, сколько времени потребуется для того, чтобы, если не очеловечить собак, то исключить трагедии. Здесь нужно в совокупности работать и с сознанием населения, с ответственностью за стерилизацию домашних, чтобы они не плодились, за самовыгул. Здесь нужно участие властей, сотрудничество с НКО, с волонтерами, с частными приютами. Здесь необходим контроль регулирования деятельности по отлову, то есть контроль служб отлова, которого, в принципе, этим мы не можем похвастаться, то, что оно есть в нашей или в других
республиках. В республике ведется работа. Президент Рустам Нургалиевич дал поручение в 3 городах строиться. В то же время, мне кажется, всем нам надо активно работать. О внедрении реальных механизмов, гарантирующих не только гуманное отношение к животным, но и безопасности людей, говорят с момента принятия самого закона. Ведь собака другом человека может стать только в его человеческой среде. В условиях выживания включаются законы природы и конкуренции в своем реале обитания на улицах и в подворотнях. Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов, Роман Безменов. 7 дней. В Чистополе перемены. И на этот раз не только к худшему, к чему мы уже попривыкли. 3 недели назад мы показали нашим зрителям, как выглядит сейчас в городе объекты культурного наследия. Картина была малоприятная. Законсервированные, заколоченные дома-памятники давно вскрыли вандалы и вынесли оттуда уже, кажется, все, что только представляет ценность. В конце 2019 года именно наша программа принимала самое деятельное участие в их консервации. И вот настала пора снова бороться за наследие. Результаты есть. После выхода сюжета администрация города вновь законсервировала дома своими силами. За домами, кроме того, закрепили подшефные предприятия, которым поручена уборка и надзор. Прояснилась и судьба тех домов, которые недавно были исключены из программы БРИКС, по которой город получит финансирование на реставрацию объектов культурного наследия. И сразу 7 новых музеев. Из Чистополя Михаил Любимов. Таким мы увидели Чистополь 3 недели назад. Расселенные аварийные дома, да что там дома, объекты культурного наследия, раздеты, обобраны, растоптаны просто, в который уже раз за столько лет. Их уже пытались в конце 2019 года закрыть на какой-то замок от особо преданных им читателей, но тщетно. Городским службам, да и жителям не до старых книжек. Зрителей хватает, смотрителей нет. А вот это уже самый конец апреля. Все-таки огласка иногда творит чудеса. Дни открытых дверей на объектах культурного наследия в Чистополе официально завершены. Александр, мы видим перемены, которые произошли вот за эти пару-тройку недель. Все заколочено, чего не было совсем недавно еще. Было когда-то, но уже давно как нет, да? Конечно, проблема сохранения вот этих объектов культурного наследия, она есть, и постоянно принимаются усилия организациями города. В этом году к этой работе были привлечены 23 организации и учреждения города, исполнительные комитеты. На домах появились не только заплатки, но и заметки. У них теперь есть хранители. Порядок на прилегающей территории объекта культурного наследия обеспечивает коллектив организации такой-то. Я так понимаю, разные все время названия организаций, конечно, да? Их да. 23, вы сказали. Да, 23 организации. За каждой организацией либо учреждением закреплено по несколько объектов. Проводится очистка территорий. И вот в этом году администрация приняла решение заходить уже вглубь дворовой территории, то есть более масштабную уборку проводить. Это дом Рождественского, в котором мы были 3 недели назад. И он был абсолютно открыт. И ворота его, и входные двери, все было открыто. Сегодня мы видим, что все здесь закрыто. Это уже хорошая новость. Видим, что появилась вот эта стандартная табличка, что порядок на прилегающей территории объекта обеспечивает коллектив организации «Дворец творчества и детей и молодежи». И вы знаете, действительно обеспечивает, потому что вот жалко, что люди здесь такие не очень любят на камеру разговаривать. Пока мы здесь ходили, заглядывали в окна, проверяли прочность вот этой коммуникации, к нам уже успела подбежать женщина из того самого Дворца детей и молодежи и спросить у нас, что мы здесь делаем, не хотим ли мы залезть внутрь. На что я спросил, вам-то что? А мы подшефная организация, сказала эта женщина, и что вызвало у меня улыбку, но такую, знаете, улыбку не саркастическую, а улыбку практически радости, потому что действительно это все работает, и действительно люди здесь в городе начинают превращаться потихоньку из зрителей в смотрителей, и вот это самое главное.
Улица Ленина, дом 83. Великолепный дом исправника, построенный когда-то для казанского генерал-губернатора Николая Яковлевича Скорятина. Это тот самый дом, который изначально был включен в список на полную реставрацию по программе БРИКС, но вылетел оттуда недавно по причине того, что он оказывается обитаем. На этапе начала проектных работ выявилось, что к этому объекту примыкает частная собственность, квартира. А политика Нового банка развития БРИКС такая, что к объектам не должно примыкать никакой частной собственности. А вот и законный обитатель дома, занимающий в нем часть первого этажа. Просто дело в том, что его ведь хотели реставрировать, этот дом. Понятно. А они стали реставрировать именно потому, что вы тут живете. Понятно. Мне уже это объяснили все. Да. Но тем не менее, все равно вы решили остаться, да? Конечно. А если его какому-то инвестору отдадут, этот дом, все равно будет какая-то реставрация? Я не мешаю никому. А, вы не мешаете. Делают пускай, что хотят. Вот так, мимо дома исправника, не влезая в долги и бесполезные дискуссии о месте человека в обществе, и проплыли бриксовские миллионы. Дом продается, стоит рубль. Желающих пока нет. Просто представьте, сколько еще рублей потребуется на то, чтобы привести его в порядок. Все эти подробности стали известны совсем недавно. Возобновились на этой неделе в Чистополе научно-методические советы по сохранению чистопольских памятников. Это хорошая новость. Это работа над ошибками. Судьба города все еще волнует многих. Абсолютно соглашусь. Контроль ослаблен. Контроль в данном случае осуществляется не режимно, не системно и достаточно поверхностно. Коллеги, уважаемые, опять-таки, у нас есть проблема в общении. У нас есть проблема в коммуникациях. Объективно, ясная, понятная. В некоторой части, наверное, мы виноваты в том, что мы менее открыты были и не говорили о той работе, которую мы стараемся и делаем, и проводим. Наверное, коллеги, нам необходимо об этом почаще говорить. Чистополь ждет своих летописцев. Ждет новых страниц в истории. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. Сейчас к еще одной важной теме. Мы продолжаем оценивать, анализировать экономический потенциал страны и республики в новых экономических реалиях. Как известно, есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика. Ни в коем случае не хочу обидеть людей, которые занимаются очень важным и нужным делом составлением статистических отчетов, но лично мой опыт меня научил, с такими данными нужно работать аккуратно и вдумчиво, иначе объективной картины не получится. Скажем, вот информация о товарной структуре импорта в России за прошлый год по данным Федеральной таможенной службы. Мы видим, Россия закупает у зарубежных стран преимущественно высокотехнологичное оборудование, транспортные средства, фармацевтические товары, продовольственную продукцию, одежду и обувь. В цифрах это выглядит так. Машиностроительной продукции мы завозим в объеме 49%, химии 18%, продовольствия 11%. Вроде бы зависимость есть, но она не критичная. В действительности, если вы поговорите с реальными бизнесменами и финансистами, выяснится, что ориентироваться на эти цифры не стоит, чтобы не создавать иллюзий. Зависимость от импорта в России колоссальная и очень болезненная, особенно в таких областях, как машиностроение, автокомпоненты, авиационные отрасли и так далее. И если взять данные не напрямую завезенных машин и оборудования из-за рубежа, а, скажем, сколько импортных комплектующих нужно для производства конкретного российского продукта, выяснится, что в машиностроении эта зависимость до 70% и выше, в продовольствии 25% и выше. К тому же надо понимать, нехватки даже одной или нескольких деталей достаточно, чтобы автомобиль не поехал. Поэтому все здесь очень серьезно. Однако, надо понимать, и у этой медали есть две стороны. Как мы уже не раз говорили в нашей программе, импортная зависимость – это не только проблемы для отдельных отраслей и предприятий, это и настоящие вызовы. Окно возможностей не просто приоткрылось для отечественного бизнеса, оно распахнулось всерьез и надолго. В него почти наверняка влетят наши китайские, турецкие, индийские товарищи.
Но все понимают, предпочтительнее, чтобы своим шансом воспользовались наши компании. Есть ли у них для этого соответствующий потенциал, компетенции и ресурсы? Давайте узнаем. В огне не горит, в воде не ржавеет, по тракторам не сломаются, шкафы из композитного материала Made in Kazan сделано в Казани. Их даже можно кувалдой бить без последствий. Диэлектрические, радиопрозрачные, стойкие к неблагоприятной внешней среде, антивандальные и, что немаловажно, эстетически привлекательные, могут быть исполнены в разной цветовой гамме. Отличная альтернатива металлическим электротехническим шкафам, говорит коммерческий директор фирмы-производителя Мансур Сафин. Собственно, с этого и начиналась и история этого производства, и история этого бизнеса, который пока единственный такой в России. Известная строительная компания, которая занимается в том числе и электромонтажом, долго искала замену традиционным металлическим шкафам, которые буквально за год теряли товарный вид. Искали что-то неподверженное коррозии и агрессивным химическим реагентам. Замену нашли, и нашли правильно, за рубежом. Сначала в Польше, затем в Турции, а потом решили делать у себя. Из своего же сырья материал разработали совместно с предприятием «Татнефть пресс-композит» на своих же станках. 100% отечественный продукт по цене гораздо ниже польского шкафа и сопоставимый с турецким аналогом, по качеству значительно выше и того, и другого. Средний срок эксплуатации 30 лет, если физически никаких повреждений не было, там машину там сбил или еще что-то. Оборудование довольно универсальное и позволяет изготавливать совершенно разные изделия. Данные шкафы пользуются спросом, в том числе их заказывают крупные электросетевые компании. Но что-то подобное может быть интересно тем же нефтяникам, говорит Мансур Сафин. Сейчас компания из Казани прорабатывает возможность внедрения своей продукции на линиях метрополитена. И даже не обязательно зацикливаться на шкафах, электрощитах и так далее. Композитные материалы сейчас в тренде, особенно с учетом резкого роста цен на металлы. Те же скамейки из композита выглядят вполне симпатично и практично. Наше предложение для программы «Наш двор», то есть это стандартные типовые решения по скамейкам в общественных зонах. Раковины тоже интересный вариант. Цветовая гамма, по сути, это полностью вся таблица RAL. То есть по усмотрению заказчика можем делать... Вы можете любой цвет практически. Абсолютно. На первый взгляд все просто, даже очевидно. Увидели сферу применения, оценили рынки сбыта, разработали технологию, вложились в оборудование, запустили производство. Получился успешный проект и пример импортозамещения. Так бы и в других областях. Будем объективны, еще пару месяцев назад многим руководителям этот путь виделся малопривлекательным. Надо было искать сырье, подбирать кадры, оборудование. Проще было купить уже готовые изделия за границей. Сейчас те, кто в свое время сделал над собой усилия, локализовал производство внутри республики или подобрал поставщиков из России, оказались в выигрыше. На последнем Татарстанском энергофоруме в Казани с участием президента республики Рустама Минниханова и помощника президента России Игоря Левитина говорили в том числе о том, как преодолеть нашу импортную зависимость такой стратегической отрасли, как энергетика и производство энергетического оборудования. Положение непростое, признал Левитин, есть проблемные позиции, но есть и удачный опыт того же Татарстана. К нему следует повнимательнее присмотреться. Мы уже рассказывали, как в республике практически с нуля формируется кластер по производству оборудования в энергетике. Интеллектуальные приборы учета, производители электрозаправок, другое электротехническое оборудование с локализацией в Татарстане. Мы по максимуму отработали с предприятиями российскими, да, это большой холдинг Таврида Электрик, да, который вакуумный выключатель нам поставляет. Производство находится в Вишкарале. Это релейная защита, да. Производители у нас есть в Чебоксарах, есть в Санкт-Петербурге, да. Можно смело сказать, что на 95% это ячейка из отечественных комплектующих. Задача стоит на 90% полностью перейти на компоненты российского производства. Насколько это реально? Реально, на сегодняшний день не видим проблем в этом. То есть работаем. Уже есть ряд заказов, которые, можно сказать, состоят на 100% из отечественных. Это и технологическое оборудование, это и схемотехника, это и наша же разработанная печатная плата, это дизайн самого прибора учета, это применение электронных компонентов. И все бы хорошо, и компания есть, и амбиции имеются, и перспективы неплохие, но есть и то, что мешает развитию этого сектора экономики. Общая для всех проблема – финансирование. Идешь
просить деньги там, для выполнения оборотных средств, да, там, для выполнения заказов, да, так сроки рассмотрения 3 месяца. За 3 месяца я уже должен контракт собрать. Как еще бы, потом да, по 25 дают. И еще по 25 дают. Все заказы, они очень долгие, то есть, да, некоторые производства заказов занимают 4-5 месяцев. То есть, в нынешней ситуации вплоть до 90% наших поставщиков перевели нас на 100% предоплату. Эту проблему с финансированием нужно снимать как можно быстрее. Как? Свои предложения внес и Рустам Минниханов. Одним из факторов, сдерживающих энергосберегающие проекты предприятия, является повышение ставок по кредитам. Предлагаем предусмотреть механизм господдержки предприятий, реализующих проекты по энергоэффективности. Считаем, что весомой поддержкой таких предприятий станет субсидирование процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств. Как раз субсидирование по низким процентным ставкам для нас было бы очень интересно, потому что есть ряд проектов, которые мы физически не можем охватить из-за того, что у нас недостаточный парк оборудования. Еще одной солидной мерой поддержки мог бы стать госзаказ, в том числе через различные государственные и муниципальные программы. То, что Татарстан не собирается сворачивать ни одной из своих инвестиционных программ и больших проектов, внушает определенный оптимизм. Санкции не только трудности, это еще и возможность пересмотреть некоторые подходы в промышленной политике. Главный посыл уже сейчас понятен. Надо больше доверять своим производителям, давать им госзаказы. Тимур Бекмурзин и Андрей Мохов. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. Мы покупаем продуктовые наборы или какие-то иные виды помощи. Я желаю, чтобы Всевышний Аллах принял наши посты, нашу уразу, наши фитр, садака. В преддверии Ураза Байрам, праздник веры и духовного возрождения. Рустам Минниханов посетил Туркменистан. Там прошел национальный праздник День скакуна и туркменского алабая. Президент Татарстана – традиционный гость этого масштабного события. Кроме культурной программы, делегация из Татарстана провела встречу с президентом Сердаром Бердумухамедовым. Обсудили деловые вопросы. Рустам Минниханов встретился с ректорами 2 московских вузов – ГИТИСа и ВГИКа Григорием Заславским и Владимиром Малышевым. Гости прибыли в Казань для участия в российском фестивале дипломных спектаклей «Старт в будущее». Татарстан принимает его впервые. Президент провел заседание Совета директоров Татнефтехим Инвест Холдинга. Традиционно здесь президенту представляют новые разработки, призванные модернизировать промышленность как республики, так и России. Обсудили импортозамещение. В стране запущен проект разработки конструкторской документации. Если кто-то сможет воссоздать критически важные для российской промышленности зарубежные детали, он получит до 100 миллионов рублей поддержки. Рустам Минниханов и Минтимер Шамиев возложили цветы к памятнику Тукая в Казани, сквере, названном в честь поэта. 26 апреля – день рождения великого поэта. Традиционно этот праздник объединяет всех, кто вырос на стихах поэта. К руководству республики присоединились руководитель аппарата президента Асгат Сафаров и председатель комиссии по сохранению и развитию татарского языка Марат Ахметов. Тукаевскую премию в этот же день вручил Рустам Минниханов. Лауреатами этого года стали художник Анатолий Егоров за вклад в развитие декоративно-прикладного искусства и цикл гобеленов «Над Казанью луна», а также писатель Лябиб Лерон за детские книги. Отметим, на Тукаевскую премию претендовали 19 кандидатов. Рустам Минниханов встретился с творческой молодежью в Шарек-клубе или Восточном клубе. Президенту презентовали несколько творческих проектов. Предложили создать первый мюзикл на языке Тукая «История любви и верности». Готовые 15 песен. Рустам Минниханов поддержал идею, а также президент предложил включить Шарек-клубы в туристические маршруты и экскурсионные программы. Фарид Мухаммедшин с рабочей поездкой находился в Санкт-Петербурге. Он провел заседание комиссии Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества. Парламентарии обсудили вопросы международных внешнеэкономических связей субъектов страны. В свете последних событий определили перспективные направления работы. Позже Фарид Мухаммедшин выступил на заседании Президиума Совета законодателей. Рустам Минниханов с рабочим визитом посетил Мьянму. В аэропорту его встретили посол России в стране и заместитель министра иностранных дел. У президента прошли встречи с руководителями ряда ведомств, а также он принял участие в круглом столе с представителями деловых кругов. Татарстан здесь представил свой промышленный потенциал. В честь 1 мая и предстоящего Дня Победы в Казанском Кремле Рустам Минниханов вручил государственные награды. Орденов и медалей удостоились 48 татарстанцев. Среди награждаемых участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, заслуженные строители, нефтяники, врачи и учителя, работники сельского хозяйства.
Развитие промышленной инфраструктуры и авиастроения Татарстана Рустам Минниханов обсудил с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Встреча прошла в Москве. Как отметил глава Минпромторга, он посетил в Узбекистане индустриальный парк Черчик. Его открыли при поддержке Казанского Химграда. Сейчас к площадке проявляет интерес резиденты из ряда российских регионов. Рустам Минниханов принял участие в международной акции «Сад памяти». Всего в сквере высажено около 30 деревьев. Это лиственница, тополь, рябина и ель. Вместе с президентом Татарстана в высадке саженцев участвовали работники казанских предприятий, члены движения «Волонтеры Победы». Кроме того, здесь же Рустаму Минниханову презентовали проект Стеллы «Город трудовой доблести». В Доме правительства прошло традиционное субботнее совещание с президентом. Говорили о ходе весенне-полевых работ, которые стартовали во всех районах республики. На сегодня подкормка озимых культур и многолетних трав выполнена на 606 тысячах гектар. Это 68% от плана. Кроме того, президенту доложили о ходе реализации капитального ремонта в поликлиническом отделении номер 2 Казани и Актанышской ЦРБ. Среднее выполнение программы составляет 74%. Появился в Австралии, прижился в Америке, укоренился в России. День международной солидарности трудящихся, он же праздник весны и труда, 1 мая, когда-то возник исключительно как политический. Сначала рабочие требовали сократить рабочий день до 8 часов, и почему не до 6, например, интересно. А затем появились лозунги, требующие смены власти. Для нашего поколения 1 мая стал не политическим, а действительно праздником. Несмотря на то, что участие в демонстрации было обязательным, шли на нее чаще всего с удовольствием и хорошим настроением. Красные бумажные и полиэтиленовые гвоздики, воздушные шары, районы и предприятия соревновались в оформлении своей колонны. И, само собой, после официальной части продолжалась маевка на природе или на даче. Собственно, сейчас только эта неофициальная часть и осталась. Тем не менее, мы ждем 1 мая, наверное, как ждем Нового года. Календарная весна началась еще 2 месяца назад, но настоящая, теплая, солнечная, цветущая весна начинается в мае. Молодое поколение уже не знает, что такое сидеть на плечах у отца, размахивая той самой красной бумажной гвоздикой и воздушным шаром, вместе со всеми выкрикивая «Ура!». Давайте вспомним историю мест в Казани, связанных с 1 маем, и лозунги прошлого и настоящего. Весной 1905 года Казань впервые узнала, что такое маевка. По сведениям краеведа Леонида Абрамова, было это в Игуменовом лесу на берегу Волги. Сейчас ничего нет здесь напоминающего о тех событиях, да и леса тоже. Вот тот самый остров, на котором все вот эти мероприятия, первые маевки проходили. Ну, со временем здесь застроили дачи, СНТ. Когда заливал луга, здесь большие заливные луга были, то он превращался в остров. Вот, собственно, этим воспользовались, на лодочках переправлялись вот эти вот рабочие алафузовские и учащиеся. Это в районе станции Лагерная, в сторону Волги, ныне Кировский район Казани. Один из самых пролетарских еще с тех времен. Станция Лагерная образовалась в конце 19 века. Здесь были лагеря, казармы для солдат. На пороховом заводе работало 15 тысяч человек, из них третья часть это были военные. Сама маевка, весь день была практически. Они митинговали, в том числе политические требования выдвигали. Были задействованы 200 человек рабочих Алафузовского завода и 150 учащихся. А уже под вечер они сели на лодки, рядышком проходили пароходы, они что-то там выкрикивали «Долой самодержавие», выкидывали там листовки и так далее. Понятно, что в самом городе это невозможно было сделать. По ту сторону железной дороги в зоне видимости территории порохового завода, здание дирекции которого сейчас расположено на улице 1 мая, протяженность которой около полукилометра. У самого завода управления памятник Ленину, по некоторым данным привезен сюда 90 лет назад. Бронзовые буквы, видимо, уже сданы вандалами в пункты приема цветного металла, но цвет самого Ильича и свежие цветы говорят о том, что чтят здесь память, хоть и зарастают дорожки этого сквера. Когда-то из Кировского района к Кремлю шли колонны демонстрантов.
Площадь 1 мая у Казанского Кремля носит это название с 1918 года. Изначально она была Спасской, потому что у Спасской башни Кремля. Затем была переименована в Ивановскую, потому что Ивано-Предтеченский монастырь. Затем стала Александровской, потому что на этом месте примерно поставили памятник Александру II. Затем, конечно, в 1918 году и памятника не стало, его снесли, и площадь была переименована в площадь 1 мая. Проходили колонны здесь в довоенные годы, и улица Баумана, тогда еще не пешеходная, тоже использовалась для этого. Партийные вожди стояли на трибуне, балконе дома, известного старшему поколению казанцев как Дом печати, ныне гостинично-ресторанный комплекс. В этот день все дороги вели к памятнику вождя. Трудовая Казань пришла на площадь Свободы в разноцветии флагов, в разноязыком говоре, во всех оттенках праздничного настроения. Ныне живущие поколения, которые должны были уже жить при коммунизме, местом традиционных парадов и демонстраций помнят площадь Свободы. Преподаватель научного коммунизма по образованию, ныне первый секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ, депутат Госсовета Республики Хафиз Миргалимов, будучи студентом Казанского государственного университета, не один десяток раз проходил в праздничных колоннах по этой площади. Не столько какие-то образы, она осталась у меня как кинофильм. Я вспоминаю мысленно и прохожу своим народом в Республике Татарстан гостями, как будто вот эта демонстрация. Проходя вот в этой колонне, мечтали оказаться здесь? Я уже кому-то говорил, я не думал, что буду депутатом Госсовета. Я не думал уже почти 20 лет, первый секретарь обкома татарстанского. Я не думал о том, что окажусь в этой трибуне. Это в самом начале маевок были лозунги «против» и «долой». Потом стали выступать все-таки «за». За мир, за труд, за солидарность. Ровно 30 лет назад День международной солидарности трудящихся был переименован в праздник весны и труда, без всяких лозунгов и призывов. И за это время уже не стало многотысячных демонстраций, осталась лишь традиция пикников на природе. Впрочем, главный коммунист Татарстана уверен, что это временно. Нам нечего делиться, разделиться. Нам надо объединиться на здоровых началах и преобразовать наш строй, нашу экономику в интересах большинства, в интересах многонациональных народов России и Татарстана. Призывы к объединению, к солидарности снова актуальны и снова звучат с высоких трибун из уст официальных лиц. Май для нашей страны месяц не только весны и труда. В первую очередь, все-таки это то, о чем помнит Вена, помнит Альпы и Дунай. Очень долгое время, благодаря победе в Великой Отечественной войне наших прадедов, мы не слышали слова «нацизм». Сегодня наш митинг вновь проходит под девизом «За мир без нацизма». Пусть наша солидарность, пусть наши идеи, силы придаст силы тем, кто сегодня участвует в спецоперации. Снова актуальны прежние лозунги, но объединяются же не только, а может и не столько пролетарии. На одной площади практически с одними мыслями представители разнополярных партий, власть и оппозиция. Мы будем все вместе. Сейчас весь народ России объединился против этого. Мы не дадим в обиду нашу страну. И мы будем, если надо будет, и воевать. Но сегодня мы пришли хотя бы какую-то поддержку оказать. От самых окраин до Москвы в середине апреля стартовал Всероссийский автопробег, часть первомайских мероприятий, организованных Независимой Федерацией профсоюзов России. У нас самый длинный маршрут из Владивостока. Кроме этого, есть маршруты из Северного Кавказа, с Южного федерального округа, Центральный федеральный округ и Северо-Запад, Санкт-Петербург. Вот оттуда, из этих маршрутов, идет по 5 машин. У нас тоже присоединяется по 5 машин в каждом федеральном округе. За 2 прошедшие недели, проехав более 8 тысяч километров, участники автопробега убедились, что страна действительно широка, и много в ней не только лесов, полей и рек. Наши люди все очень добрые, радушные, приветливые. Во многих населенных пунктах без предупреждения, даже мы не знаем об этом, люди выходят на улицы, встречают нас с плакатами, с флагами, поддерживают. Это действительно мероприятие, которое сплачивает людей, поднимает дух.
планах объединяющего пробега встретить 1 мая в Москве, чтобы потом разъехаться и День Победы отметить в Волгограде и Крыму. Зуфар Давлетшин, Роман Безменов. 7 дней. В этот первомайский день труда хочется говорить о людях труда. Трудовые династии, люди, передающие собственное ремесло из поколения в поколение, в советское время были в почете. О них снимали фильмы, писали книги. Сейчас, конечно, все скромнее, но династии существуют и порой удивляют такой бесконечной преданностью делу. Герои нашего следующего сюжета – представители профессии, откуда или уходят сразу, или, если остаются, то навсегда. Врач-педиатр станции скорой помощи Сергей Владимирович Фишелев из династии медиков. Если посчитать всех родственников врачей, их хватит на 4 поколения, а общий трудовой стаж более 100 лет. Он сам проработал на скорой помощи порядка 30 лет, да не один, а со своей супругой Татьяной. Она фельдшер, работают в паре. Сотни пациентов, тысячи выездов и, кажется, бесконечные дежурства. Не удалось отговорить и дочь от выбора нелегкой профессии, так что это уже больше не семейная традиция, а по-доброму семейный диагноз. 28 апреля прошел День работника скорой медицинской помощи, и часто медики отмечают его в дороге или на вызовах. Несколько часов из жизни людей, чей труд не всегда заметный, но всегда важный. Репортаж Диляры Юсуповой. Педиатры поехали в ДРКБ. Видишь, и у нас машина волшебная. Видишь, ты выздоровел наполовину. Из окна волшебной машины мир видится в упрощенном и жестком варианте, далеким от чуда. Здесь у времени своя цена. Его нет ни на что лишнее. Главное – успеть. Особенно если тот, кто ждет, совсем маленький человек, который ждать не умеет. Сейчас там уносит ребеночек, мы им даем кислородную масочку и везем в ДРКБ. На второй этап выхожу. У ребенка пневмония врожденная. Там будут выхаживать. Классический случай – та самая невидная глазу ежедневная работа, но в которой нельзя схалтурить, отложить на завтра или отказаться. Кажется, что медики в данном случае лишь выполняют функцию такси, просто перевозят ребенка из роддома в больницу. Но это нечто большее, и речь даже не про кислородную маску. В течение всей поездки Татьяна Фишелева держит маленький сверток и смотрит, и смотрит. А потом за кадром шепотом признается, что малыш красивый и розовый, словно облако. Вот так однажды осуществляется связь между маленькими и большими людьми, которые друг друга не знали, да, впрочем, и вряд ли когда-нибудь свидятся. И снова едем дальше. Термос с чаем, вот и весь лайфхак. Когда уж особенно спать охота, чай попьешь, все. Тяжелое время, да, ковидное было? Как у вас там работа проходила? Мы вообще не сидели, да. У нас доходило 2300 вызовов было в мою смену. Это мы в 8 утра садились, выезжали на линию. Где-нибудь в 2 часа 20 минут обед, в 8 вечера ужин и до утра. Все. Дорога, звонки, сообщения, лестница, новая дверь. Объясняют, чтобы это выдержать, не нужно морщить лоб и думать о судьбах человечества. Не нужно отрицать, что за окном суетный мегаполис и все время некогда. Тут все просто. Нужно – сделай. Сделал – спеши дальше. Но наступает время, когда и это уже наученное, строгое медицинское сердце вдруг начинает сжиматься от чужой боли. Семья, там 3 детей, мама ушла в магазин, и мальчик 5 лет упал с 7-го этажа. Это старший братишка, вот ему, наверное, лет 12. И он его, представляете, он его притащил домой. Он весь переломанный уже был, весь. У входа лежал вот этот ребенок, тоже это, конечно... Ну, что могли, делали, уж довезли его в дежурную клинику. Мальчик уж погиб.
Но они идут дальше. Нельзя останавливаться, иначе кто-то помощи уже не дождется. Утонувшую девочку лет 10 мы... В общем-то, она была мертвой, там клиническая смерть была. Раздышали, сердце завели, все, отвезли в больницу, она выжила, девочка. Вот так просто. Завели сердце. Поехали дальше. Ситуации случаются разные. Пациенты, которым они спешат на помощь, бывают в состоянии алкогольного опьянения, аффекта или шока. Каждому нужно найти подход, суметь успокоить, уговорить, убедить, что приехал с миром. А чувства, обиду, досаду, боль, страх держат в глубине и достают в крайнем случае. Мама родила второго ребенка, и старший ребенок, девочка, уже невротическое состояние было у мамы и у этого ребенка. А там помощь была нужна. Вот звонили бабушке, чтобы бабушка забрала старшего ребенка. И требовалось участие. Здесь позвонил вот бабушке, доктор объяснил бабушке, что нужно сделать. Становишься психологом, дипломатом. Бывает и так. Иногда бег, иногда остановка. Те самые редкие минуты отдыха. Мы как в армии, как солдаты. И спим на ходу. Да, прям так. Вот так прям взяли и легли. Вот так. Пока готовят чай, расспрашиваем про семью. И вот тут, в мире наизнанку, где врач-педиатр, суровый мужчина, вдруг скромно умалчивает и про династию, и про трудовой стаж, и про сложный трудовой путь. Бабушка врач, дочка врач, я врач. Папа врач. Папа отец. Да, папа был врачом тоже. И дедушка врач. Дедушка был. То есть вас Европа больше знает, я так понимаю. Мама педиатр была, я по ее стопам. С детства как пошло, так и даже не обсуждалось. Никаких мыслей других не было. Их дочь теперь тоже живет среди белых халатов. Сначала любимая игра в доктора и даже сказки с профессиональным уклоном, а потом дома то ли семейные советы, то ли врачебные консилиумы. И самое частое: ну вы хоть дома о работе не разговаривайте. На станции уже следующее поколение перенимает знания, рассиживаться некогда, поступает следующий вызов. Быстрое решение – ехать в детскую больницу, перевалочный пункт. Первичный прием, основательный диагноз и основательное лечение будет чуть позже, но уже сейчас происходит самое важное – ребенок успокаивается и улыбается. Видишь, тебе полегче стало, подышал. Это все, что нужно пациенту, а врачу – эта мимолетная встреча уже осела в памяти и растворилась мгновенно, чтобы пойти дальше навстречу следующим детским слезам и детским улыбкам. Призвание. Здесь скорее призвание. Бешеный ритм, бессонные ночи, чисто физическую усталость. Многие такого не выдерживают, поэтому уходят. Поэтому мы привыкли, мы уже остаемся здесь до конца. Все. До свидания, счастливо. Мы поехали дальше. Диляра Исупова, Андрей Ключников, 7 дней. Уже сегодня, с заходом солнца, в последний день месяца Рамазан, правоверные мусульмане всего мира будут отмечать один из самых значимых праздников – Ураза-Байрам. Для татар России, принявших ислам как свою основную религию 1100 лет тому назад, это больше, чем канонический религиозный праздник. Это семейное торжество, когда за одним столом собирается и стар, и млад. Любой может зайти в гости, и хозяева должны обязательно накормить его. К самому же празднику Ураза-Байрам готовится заранее. Хозяйки наводят порядок в доме, украшают свое жилище, готовят праздничную одежду. Так как Ураза-Байрам длится 3 дня, то принято заранее готовить много еды, а потом ходить друг к другу в гости и угощаться. Поскольку ислам исповедует разные народы со своей самобытной культурой и гастрономическими традициями, то и понятие праздничного стола у всех разное. Для азербайджанцев его обязательный атрибут – плов. Узбеки к праздничному столу готовят бешбармак и манты. Татары – эшпашмак, баурсак и зурбялеш. У каждого народа свои традиции.
И все же не стоит забывать, что Ураза-Байрам для каждого мусульманина напрямую связан с идеями духовного возрождения и добрыми поступками. Сменяются века, поколения, но, наверное, каждый народ хочет оставить свой культурный след в истории. О том, как провели этот месяц мусульмане Татарстана, что подавали на столы главного республиканского ифтара, о чаяниях и надеждах в сюжете Ильзиры Юзаевой. Ошпышмак, кыштылы, баурсак и зурбалыш. Истоки татарской кухни уходят в глубокую древность. У каждой семьи своя технология приготовления любимого праздничного яства. Но тут важен не столько набор ингредиентов, сколько духовная связь поколений, когда традиционные семейные ценности становятся важной частью воспитательного процесса. Татар халкының традициялары бір қашанда бітмесін, сақланып қалсын, олай кірінен барсын. Ике кызымны утыртабыз да шулай эшлибез. Ни өчен эшлибез? Чөнки кичкенәдән күреп белеп эшләсеннәр. Эшнең ничек эшләргә кирәк икәнен бу бер кашанда югалып калмас өчен кирәктер дип уйлыйм инде үзебезчә. Олы кеше үзенең сүзен үтемле итеп әйтү өчен әлбит олы кешенең үзенең дә семьяда үрнәк булуы кирәк. Мин тыныч үз гаиләмә, чөнки без үзебезнең гаиләдә татарча аралашабыз. Татар ризыклары пешерәбез. Менә һаман шул җай килгән сайын әйтергә тырышабыз инде. Татар булырга, татарча өйрәнергә, татарча яшәргә дип. Примерно показательные семьи из Татарстана вот так делятся своими рецептами воспитания. Татары вообще считают, что без традиционных ценностей, таких как образование, религия и семья, невозможно воспитать молодежь. Это именно те столпы, которые взращивают в детях такие важные качества, как доверие, уважение и любовь к близким. Татар халкы турында безнең Карл Фукс да бик матур сүзләр әйтеп калдырган бит. Безнең халкыбызны, үзебез халкына түгел, башка милләт кешеләре, галимнәре өйрәнгән. Мин шуңа шакатам. Альфинур Низамиева признается, что ее переполняет гордость за свой народ, для которого характерны и такие важные черты, как сострадание и участие. Этому она учит и своих детей и внуков. Несколько лет тому назад ее семью постигло большое горе. У любимого внука было выявлено редкое генетическое заболевание. Но маленький Нияз и его родители не падают духом. Мальчик сегодня увлекается народным творчеством, вышивкой и мастерит по дереву. А семья чувствует повсеместную поддержку со стороны небезразличных к своей судьбе людей. Татар халкы кайгыртучанмы? Кайгыртучанда, кунакчылда, якты езле, ул бит тыйнак та. Патриотизм деп әйтәләр, патриотизм үз илеңне ярату, үз халкыңны, үз телеңне ярату. Балар бөтенесе безгә хас сыйфатлар. Татарларга, урысларга, бөтенебезгә Россиядә торган кешеләргә. Инде Рамазан аена килгәндә инде, менә шул сүз дөрес әйттегез, мәрхәмәтлек, күңел байлыгы, кешеләрне, менә кешенең уңай, кулай ягын күреп, шуны үзенә дә күрсәтү кешегә. Рамазан татары-мусульмане считают месяцем предопределения, когда решается судьба каждого, когда каждый может и должен стремиться успеть сделать как можно больше благих дел. Мусульмане верят, что тот, кто накормит постящегося или нуждающегося в этот месяц, получит вознаграждение свыше. С 1998 года при Духовном управлении мусульман Татарстана работает благотворительный фонд. Фонд обеспечивает нуждающихся продовольствием, лекарствами, одеждой, собирает средства на лечение тяжелобольных детей. Эта помощь, вне зависимости от национальности и вероисповедания, продолжается круглый год, а в период больших праздников становится еще больше. Мы обращаемся к Духовному управлению мусульман, обращаемся к мечетям, к медресе. У них у всех есть списки тех людей, которые уже много лет нуждаются. И мы сами, скажем так, не ищем этих людей. Мы лишь на себя берем нагрузку. Мы покупаем продуктовые наборы или какие-то иные виды помощи. Их мы закупаем и мы их раздаем. В этом году религиозные общины Татарстана оказали гуманитарную помощь всем беженцам из Донецка и Луганска, прибывшим в Казань. Гуманитарный груз, собранный верующими людьми, был отправлен и на Донбасс. Аллаху Акбар, Аллаху
Звонкий и тягучий раскат праздничного азана эхом прокатился от малых деревень до больших городов. Последнюю ночь поста, который завершает священный месяц Рамазан, мусульмане считают особым временем – временем вознаграждения. Потому именно в этот вечер у татар принято проводить совместный ифтар, то есть совместное разговение. Это не просто общевечерняя трапеза, это время для общения, для добрых дел и искренности молитв. Когда на одном молитвенном коврике все равны, и нет богатых и бедных, больных и здоровых, пожилых и молодых. Мы каждый день держим уразу. У нас свое частное хозяйство. Работаем с утра до вечера. И чувствуем себя прекрасно благодаря Всевышнему. Хотелось бы в первую очередь, как в месяц Рамадан, как сердце смягчается, как сердце открывается, в таком же духе до следующего Рамадана, чтобы в таком же духе оставаться. Счастье там, чтобы принял все намаз, дуа от Аллаха, чтобы все было хорошо. Всем жителям Татарстана и всем телезрителям вашего канала хочу пожелать милости Всевышнего, долгих лет жизни. Я желаю, чтобы Всевышний Аллах принял наши посты, нашу уразу, наши фитр, садака. И, как сказано в этом хадисе, что прощаются все прегрешения, удостоил нас чести, очиститься от грехов и стать подобно новорожденным детям. С праздником вас, Байрам Блян, вассаляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракатух. Уже завтра мусульмане будут отмечать Ураза Байрам – праздник милосердия и щедрости, время осмысления, покаяния и прощения грехов. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. И на этом у нас все. Всем наилучшие пожелания, добра и счастья. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! Первые недели мая не обещают аномального тепла, но солнцем и отсутствием осадков, несомненно, порадует. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке республики в понедельник небольшая облачность без дождя плюс 11. Во вторник солнечный антициклон укрепит свои позиции и повысит температуру до 16 градусов выше нуля. В четверг под влиянием циклона местами вероятны дожди, температура понизится и к пятнице всего плюс 8. На выходных без осадков ожидается умеренно теплая погода. На юго-востоке Татарстана яркое весеннее солнце будет добавлять настроение и эмоции почти всю неделю. В среду температура повысится до плюс 15. В четверг и в пятницу облаков станет больше, ветер усилится, а температура понизится, местами с дождем. На выходных прояснится. В центральных районах республики приближение циклона с северо-запада позволит юго-западным ветрам принести более теплый воздух, и показания термометров повысятся. При этом в среду и в четверг пройдут кратковременные дожди. Температура понизится до плюс 8 днем, а ночью до нуля. На выходных антициклон принесет потепление до плюс 16. На юго-западе республики первая неделя мая будет теплая, максимальная дневная температура плюс 16. Ночная температура тоже станет выше, до плюс 7. Спешите насладиться наступившей, наконец, весной. На северо-западе республики и в Казани холодные воздушные массы, пришедшие с запада, сдадут свои позиции, и к среде температура значительно повысится. В четверг и в пятницу без дождей не обойдется. Температура понизится до плюс 8. В субботу и воскресенье циклон уступит место антициклону, прояснится и потеплеет до плюс 15. Пришел долгожданный май и запоздалая весна вместе с ним. Тепла и душевного спокойствия всем нам. До свидания.